Стартовал совместный проект Народного фронта и органов государственной власти по передаче автотранспортной техники, находящейся на балансе госкорпораций и органов власти, для выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов. Соответствующее распоряжение 31 июля подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Уже сейчас Народному фронту в Чувашии планируется передача 6 автомобилей. Транспортные средства готовы предоставить Национальный парк Чуваш-Вармания, региональные подразделения Управления Росреестра, Главного бюро медико-социальной экспертизы, а также Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Активисты выехали в территориальный отдел Госавтодорнадзора по Чувашской республике, чтобы оценить состояние автомобиля «Газель», который передает ведомство. Он находится в технически исправном состоянии. Пробег автомобиля составляет 75 тысяч километров. Ему нужен лишь небольшой технический и косметический ремонт. Территориальный отдел Госавтодорнадзора по Чувашской республике решил передать «Газель» для нужд специальной военной операции. Данный автомобиль в настоящее время отделом не используется, хотя находится в технически исправном состоянии. Пробег автомобиля составляет 75 тысяч километров. Нужен небольшой технический или косметический ремонт для того, чтобы он приносил пользу нашим бойцам в зоне СВО. Эта техника, которая же по тем или иным причинам не используется, еще может помочь эффективному выполнению задач гуманитарных миссий и обороны, прокомментировала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Чувашии Наталья Иванова. Региональное отделение Народного фронта Чувашской республики выражает благодарность правительству России за поддержку инициативы Народного фронта по передаче транспортной техники федеральных органов власти и государственных корпораций на фронт. Эта техника послужит эффективному выполнению боевых задач на фронте. Так что свой вклад в победу может внести каждый. Это общее и очень важное дело. Елена Яковлева, пресс-служба Общероссийского народного фронта в Чувашской республике, «Жизнь столицы».